Акына Аската Джетигена отпустили, остальных политзаключенных, конечно, нет. МВД просит нас сидеть дома в дни саммита, а мэрия закроет на 3 дня крупные торговые центры и рынки. Тенгиз Болтурук так и не ответил Садыру Джапарову, а вот сын Равшана Джейнбекова ответил и довольно резко. Это Тандыр Медиа, меня зовут Дмитрий. Традиционная просьба сразу поставить лайк этому выпуску. Поможем продвинуть его на новую аудиторию, а те, кто еще не подписан, подпишитесь. И это будет ваш вклад в развитие свободной информации. Начнем. Итак, как я уже говорил накануне, Акын Аскат Джетиген сегодня вышел на свободу после 3 лет заключения. Ну как вышел, скорее выехал, и почему-то на машине начальника колонии. Хотя с утра у входа в 27-ю колонию его ждали родственники, правозащитники, хотели по-человечески встретить. Не получилось. Уже освобожденного человека посадили в машину, вывезли куда-то на БЧК и там уже высадили. Правозащитники не скрывали своего офигевания от происходящего. Адвокат, родные и близкие приехали к 8:30 к колонии 27, чтобы встретить Аската Джетигена. А его там нет. Сказали, что начальник утром рано вывез его. Сейчас Аскат едет в машине начальника колонии где-то по дороге. Ну что ж, сказать, что это странно, не сказать ничего. Превышение законных полномочий налицо. Думаю, все заключенные теперь могут требовать от начальника тюрьмы личного сопровождения домой. Аската Джетигена в итоге нашел адвокат Акынбек Ногоев, и оттуда первое видео Акына на свободе. Аската Джетигена осудили за публичные призывы к насильственному захвату власти. Именно так следствие трактовало обычную эмоциональную брань Аската в адрес 2 крупных представителей власти, которых в народе прозвали экидосами. Прошло время, и буквально в минувшем феврале неологизм «экидосы» потерял актуальность, а один из крупных представителей власти, которого в том числе бранил доведенный до отчаяния Аскат Джетиген, и сам оказался на скамье подсудимых по статье «Попытка насильственного захвата власти». Очень причудливо распоряжаются высшие силы человеческими судьбами в Кыргызстане. И хотя вот уже 5 месяцев прошло с того момента, как одна половинка экидосов оказалась под следствием, а вторая вроде как поддержала идею оттепели, Аскат Джетиген этого никак на себе не ощутил. И свой срок отмотал честно от звонка до звонка. И помилования не просил, так как вины своей как не признавал, так и не признает сегодня. Джапаров тараптан 2 жолу. Со стороны Садыра Джапарова ко мне дважды приходили и предлагали попросить о помиловании. Оба раза я отказался, потому что, как вы сами знаете, я невиновный человек. Я не признавал себя виновным в преступлении, и сейчас по-прежнему считаю, что этого преступления я не совершал. Это во-первых. Во-вторых, прощения я просил у народа. Я хочу особо это подчеркнуть. Прощения я просил у народа. Потому что, конечно, как человек культуры, я должен быть для этого народа примером культуры. Но тогда я находился в таком эмоциональном, моральном состоянии, да и в жизни был период определенных потрясений, поэтому и прозвучали такие резкие слова. Подобные вещи вообще со стороны работников культуры — это неправильно. Я и сам так считаю. Я не просил прощения у власти и не просил о помиловании. Рассказал Аскат Джетиген и об утренней несуразице, когда ему не дали возможности выйти к тем, кто пришел его встречать, кто с утра ждал его у ворот. По мнению Акына, руководство колонии опасалось излишнего резонанса, тем более, что на месте были также и журналисты. Я сам этого не понял. Насколько мне известно, когда подошло время моего освобождения, они узнали, что к выходу из колонии собираются приехать представители прессы. Возможно, испугались, что это вызовет какой-то резонанс. А может быть, решили, что у людей тоже возникнут вопросы. Поэтому меня выпустили еще до начала утренней проверки. А в котором часу вас выпустили? Было уже после 7 утра. Представители колонии говорят, что начальник колонии лично вас привез. Это так? Нет, начальник колонии меня не привозил. Мы с ним вообще не встречались. Тогда кто вас привез? Начальник отряда. В общем, хотели как лучше, а получилось как обычно. Получается у представителей силовых структур. Хотели избежать излишнего внимания, в итоге, напротив, привлекли его. И уже свободного человека посадили в машину и вывезли. Рассказал Аскат Джетиген и о своих планах, о том, как колония закалила его как политика, пообещал дать пресс-конференцию и сообщить новые подробности. А еще осенью есть идея сделать концерт в филармонии.
Тем временем, пока Аскат Жетиген радуется свободе и новым возможностям, другой политический активист только предстанет перед судом. Завершено расследование уголовного дела в отношении Мавляна Аскарбекова. Материалы переданы в Ленинский районный суд Бишкека, и первое заседание состоится уже завтра. Мавляну Аскарбекову предъявлено обвинение по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды». А основанием для возбуждения дела стали результаты лингвистической экспертизы постов, которые Мавлян Аскарбеков писал в Фейсбуке. Предположительно, посты эти были связаны с усилением китайского присутствия в нашей стране. А писать на эту тему подробно сейчас настоятельно не рекомендуют. В лучшем случае беседа с сотрудником силовых структур и удаление поста, а в худшем вот такое, как у Мавляна. Задержали его 12 июня этого года и поместили в СИЗО ГКНБ. Еще о буднях политических узников. Суд сегодня опять продлил срок содержания под стражей для социал-демократов Кадырбека Атамбаева и Тимирлана Султанбекова, сообщает агентство 24KG со ссылкой на адвоката Асель Аргымбаеву. Но хотя бы у них начался суд. Задержали группу соцдеков в конце ноября прошлого года. С тех пор они сидят в СИЗО-1. Следствие длилось более 7 месяцев, причем следственных действий особо и не вели, просто держали в СИЗО. Ну и сейчас тоже держат. По версии следствия, они готовили массовые акции протеста после досрочных выборов депутатов Джугурку-Кенеша. Ну и, соответственно, обвинения строятся вокруг статьи о подготовке массовых беспорядков. Наше дело 8 месяцев расследовали 62 следователя. Сами сравните. Дело Ташиевых расследовали 2 месяца. Суд длился 1 месяц. А наше дело 62 следователя расследовали 8 месяцев. Сколько дел можно было бы расследовать в Кыргызстане силами 62 следователей за 8 месяцев? Пусть придут сюда и открыто докажут нашу вину. Мы ни от чего не уклоняемся. Причина того, что суд идет в закрытом режиме, только одна. Никаких доказательств нет. Это политическое давление. И далее в продолжение темы. Сын осужденного политика Равшана Джейнбекова, Азат Равшан, посмотрел на шумевшее интервью президента Садыра Джапарова, особенно тот его фрагмент, где президент уверяет, что в предстоящих выборах сможет участвовать кто угодно и флаг всем в руки. Так вот, после просмотра сын Джейнбекова себя не сдержал и записал эмоциональное обращение к главе государства. И, наконец-то, открыто сказал то, о чем все говорят на кухнях. Но сначала напомним фрагмент из интервью и потом сразу обращение Азата Равшана. Дорога открыта для всех. Кто хочет, пусть идет. Как говорят по-русски, флаг в руки. Никого ограничивать не будем. Не будем говорить, этого снимите, этому помешайте. Выборы пройдут честно. Перед парламентскими выборами я тоже это объявлял. Мы вернули народу его право выбора. Раньше этого права фактически не было. Раньше считали бумажные бюллетени и могли голоса одного кандидата приписать другому. Сейчас такого нет. Сизде 6 жыл болуптур шайлоого даярданганга. Башка кандидаттар башы соттон же түрмөдөн чыкпай жүрөт. Салам достор. Президент интервьюсунда Али Токтокуновго флаг всем в руки деди. Бүт кандидаттарга мен шарт түзүп берем деди. Бирок мындай карасаң, эч бир адамга флаг берерге адам жок экен. Анткени бүт кандидаттардын бардыгы же камалган, же соттолгон, же түрмөдө отурат, же качып, коркуп, үркүп, мүлкүн алдырып жүрөт. Ошондо кимге биз флагты беребиз, урматтуу президент? 2 кандидат азыр түрмөдө отурат. Анын бирөөсү менин атам. Кемпироватты сатпа, пансионаттарды сатпа, кыргыз жерин сатпа деген үчүн менин атам бүгүн түрмөдө отурат. Арстан Алай, ал дагы мурдагы кандидат, ал дагы түрмөгө отуруп каза болду. Башка кандидат Мадумаров, аны иш козгоп соттоп койгонсуңар. Бүгүн сиздин досуңуз да, сиз ишенген досуңуз да даяр эмес экен деп анын колуна да флаг түшкөн жок. Сизде 6 жыл болуптур шайлоого даярданганга. Башка кандидаттар башы соттон же түрмөдөн чыкпай жүрөт. 6 жылда сиз эбегейсиз жана сиздин үй бүлөңүз эбегейсиз байлыкка ээ болду. Агаңыз Кыргызстандын бажысын контролдоп, офисти тейлеп отурат. Кумтөрдүн алтынын сатып жүрөт. Бир балаңыз
банкка ээ болду. Экинчи балаңыз чоң гольф клубтарды куруп, кандай машинелерди коюп, инвестицияларды тартып калды. Урматтуу президент, сиз шайлоого даяр экенсиз. А башка кандидаттар даяр жок. Ошондо бүгүн биз сизден башка флагты, сизден башка кайсы адамга берели? Айтыңызчы ошону бизге. Да, ждем ответа на этот важный вопрос, который не был сформулирован тем, кто брал интервью у Садыра Джапарова. Тем временем Тенгиз Болтурук, бывший глава холдинга «Наследие великих кочевников», пока так и не дал ответа по тем обвинениям, которые озвучил в его адрес президент Садыр Джапаров. Ну, во всяком случае, на момент записи этого выпуска. Напомню, речь шла там о закупке мебели на сумму более 300 тысяч долларов, в том числе кресло с лейблом «Президент» за 8 тысяч, а еще о закупке дизельного топлива по цене 80 сомов за литр, в то время как розничная цена тогда была 60 сомов. Если по вопросу мебели история получилась очень двоякая, с учетом того, что такое же кресло за 8 тысяч стоит в кабинете самого президента, то вот по поводу закупок дистоплива по завышенной цене обвинение гораздо более серьезное. Сам Болтурук свою вину не признает, хотя Садыр Джапаров уверял, что он к нему приходил и просил прощения. Примерно сутки назад Болтурук написал лаконичный пост в Фейсбуке, и больше от него не было ничего. Сейчас я готовлю глубокий и обстоятельный ответ на недавнее интервью Садыра Джапарова. По поводу дистоплива и бензина и завышенных цен на него, здесь назревает серьезная проблема для обычных наших сограждан, у которых нет кресел по 8 тысяч долларов. Топливо может подорожать еще больше, хотя и без этого цена кусается. Ассоциация нефтетрейдеров сообщила, что запасы топлива, закупленные по более низкой цене, уже на исходе. И уже сейчас нефтетрейдеры вынуждены подписывать новые очень дорогие контракты, в том числе по цене за 1600 долларов за тонну дизеля. Объясню, это примерно 117 сомов за 1 литр, то есть это оптовая цена. В розницу, конечно, будет еще дороже. Сейчас литр дистоплива стоит уже около 100 сомов. Могло бы быть еще дороже, но правительство вроде как компенсирует часть стоимости. Однако ассоциация нефтетрейдеров уже намекает, либо нужно корректировать размеры господдержки, либо нужно сейчас снять ограничения с цены. Сейчас стоимость дистоплива и 92-го бензина повышать нельзя, она контролируется государством. Однако и продавать ГСМ себе в убыток нефтетрейдеры не готовы. Пока острого дефицита топлива вроде бы нет, но запасы на исходе. Садыр Джапаров утвердил штатную численность управления делами президента, того самого, которым руководит успешный менеджер Каныбек Туманбаев. Так вот, согласно указу, под началом Туманбаева смогут работать более 3500 человек. Из указа президента установить предельную штатную численность. Первое. Центрального аппарата управления делами президента Кыргызской республики в количестве 210 единиц. Второе. Подведомственных организаций управления делами президента Кыргызской республики, финансируемых за счет средств республиканского бюджета в количестве 3333 единиц. Я напомню, управление делами президента превратилось в гигантскую госкорпорацию, в ведении которой более 30 государственных учреждений и компаний самого разного профиля. Государственная ипотечная компания, типография Учкун, интернет-провайдер Элькат, внутри которого национализированная Акнет, а также госуправление Кызмат и ОАО Тундук. Управделами подчиняется Государственный центр регистрации транспортных средств и водительского состава. Оно же подмяло под себя обучение водителей в государственных автошколах, закрыв школы частные. Там же Министерство цифрового развития, которое уже расформировано и передано в ведение Туманбаева. Туристические активы, национальный парк Алар-Ча, санатории, пансионаты Аврора, Алтынкуль и другие. Таким образом, в одной структуре сегодня сосредоточены госипотека, печать документов и денег, интернет-инфраструктура, цифровые госуслуги, регистрация автомобилей, строительство, государственная недвижимость, санатории и крупные туристические объекты. Кстати, сегодня ровно 27 дней, как Каныбек Туманбаев не прокомментировал появившуюся новость о наличии у него российского гражданства. Этот факт установили журналисты, и согласно закону он не имеет права занимать столь высокую госдолжность, имея двойное гражданство. Уже верифицировано, что его российский паспорт действующий. Президент Садыр Джапаров в своем интервью тоже ничего об этом не сказал. Впрочем, Али Токтакунов и не спросил.
Очередное видео с горы Бозбулток. Очередной очевидец поднялся на этот знаменитый исторический холм, где когда-то была ставка Байтик-Баатыра, и ужаснулся. Человек своими глазами увидел, как изрезали гору карьерами по добыче песка и гравия, как клубы дыма от кирпичных заводов и клубы пыли поднимаются и летят на Бишкек. Горы раскопаны. Кто-нибудь будет принимать какие-нибудь меры? Местные боятся, потому что запуганы. Это наш новый стадион. Просто посмотрите, что здесь творится. Вот это кошмар. Этих дорог раньше не было, даже они внизу раскопали каньон. Самая беда, самая большая проблема в том, что вот здесь узкий канал, по которому днем воздух идет вниз, холодный, а ночью, наоборот, теплый воздух идет вверх. Раньше вот здесь стояла огромная гора, и раньше Байтика не было видно. Самая большая катастрофа то, что вся эта пыль поднимается. Вот посмотрите на Байтик, он весь в пыли. Эрозия, которая здесь творится, будет разлетаться. Обычно ветер ночью бьет отсюда вот так и в сторону верха, то есть в сторону резиденции через Чонарык. Конкретно разрушили розу ветров, естественную вентиляцию. Еще и вон там, смотрите, прям со стороны города раскопали, и эта вся пыль тоже летит, но вид испортили. Со стороны, если от Чебищика посмотрите сюда, весь вид испорчен. Вот сколько раз местные говорили: уберите вот это все, остановите. Никак не реагируют, пугают. То президентом, то раньше Ташиевым пугали. Это все китайцы. Вон там еще кирпичные заводы. Даже 5-10 лет назад делали исследования. Вот вся пыль в городе, которая оседает на окнах, отсюда идет. Тогда еще только вон там был несколько кирпичных заводов. Так что здравствуйте. Смог плюс пыль. Зимой что будет, не знаю. А в самом Бишкеке продолжается тотальная подготовка к саммиту ШОС. МВД Кыргызстана обескуражило бишкекчан просьбой сидеть дома 31 августа, 1 и, на всякий случай, 2 сентября, вступив в видимое противоречие с предыдущим предложением администрации президента и мэрии Бишкека уехать из столицы в путешествие. Пока жители столицы гадали, что выбрать, муниципалитет выдал очередную новость. На дни саммита в Бишкеке будут закрыты все крупные торговые центры. 31 августа и 1 сентября не будут работать ГУМ Чинар, ЦУМ Айчерек, Бишкек Парк, Азия Молл, Аларча, ВФ Центр, Дом торговли, Гоин, Бета Сторис 1, Беш Сары Сити. Кроме того, будут закрыты крупные рынки – Ошский, Ортосайский и рынок Сарыозен. Сам Айбек Джанушалиев между делом сегодня прокомментировал это решение с заботой о безопасности гостей. А вот 30, 31 и 1 числа будут рынки города закрыты. Это уже, вы понимаете, наверное, это не мое личное желание или же кого-то еще. Это международные требования безопасности к очень много гостей, много стран. Будут в рамках ШОС и Дня независимости проведения всемирных игр кочевников. Ну и самое интересное и, пожалуй, самое важное на сегодня – это бантик, его герой – ежик из Чолпонаты, которого покормил арбузом один из пользователей Threads. Таким был этот день. Пусть на вашем пути почаще встречаются светлые и милые создания. Рекомендую посмотреть выпуск на кыргызском языке с моей коллегой Перизат Саидбурхан. Там много других новостей. Ссылка на этот канал есть в описании. Там же ссылки на наши другие платформы. Там же WhatsApp номер редакции. Жду ваших комментариев. Всего вам хорошего.